Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан, главный врач Якутской республиканской офтальмологической больницы. Поход к врачу-стоматологу обычно вызывает бурю эмоций. А вдруг больно будет? И это бормашина еще. Может вообще не идти. Но за медицинской маской всегда скрываются обычные люди, точно так же переживающие за вас. И они вовсе не хотят причинить нам зло. Напротив, они хотят помочь. И с моим сегодняшним гостем, Аяном Петровым, врачом-стоматологом поликлиники номер 1 города Якутска, мы поговорим о том, как сохранить здоровье зубов, а также о том, как сегодня чувствуют себя молодые специалисты в отрасли здравоохранения. Добрый вечер, Аян. Добрый вечер, Иван. Насколько я понимаю, вы еще входите в понятие когорты молодых специалистов, на то, что ваш стаж уже составляет порядка 7 лет. Насколько можно говорить сейчас о востребованности вашей профессии и как вас встретил в свое время коллектив, когда вы пришли работать? Безусловно, профессия сейчас очень актуальна, потому что, к сожалению, распространенность кариеса с каждым годом растет, и эта тенденция не снижается. Коллеги, естественно, на работе меня приняли тепло, потому что я активист, активно принимал участие во всех мероприятиях. И я думаю, в этом плане у меня проблем с коллективом не было. Вы реализуете как первичное звено, безусловно, проекты по профилактике кариеса на территории республики, ну и в частности города Якутска, прикрепленного населения. В чем выражается этот проект и какой бы вы, возможно, совет в первую очередь бы дали? Суть проекта в том, чтобы снизить распространенность кариеса среди населения Республики Саха-Якутия. Проект называется «Санитарно-просветительская работа и межведомственная профилактика кариозных поражений Республики Саха-Якутия». Цели — это повысить осведомленность населения по части ухода, правильного ухода за полостью рта и, естественно, проведение профилактических мероприятий для, естественно, снижения заболеваемости. То есть, получается, вы, допустим, поход в школу, да, вы там рассказываете, как необходимо следить за гигиеной зубов, или как-то это по-другому выражается? Давайте поподробнее расскажу. В общем, в проект входит 3 основных этапа. Это обучение, это профессиональные стоматологические услуги, это профилактические мероприятия. Обучение мы собираемся внедрять в школьные программы, учебные материалы, подготовленные нашей командой по уходу за зубами для детей, дошкольников и для школьников 4-5 классов. Учебная программа, она очень, получается, емкая, простая в использовании. То есть там каждый урок расписан. Там написан сценарий занятия, как пользоваться данной учебной программой. Мы расписали все досконально. Вот вплоть до добрый день, ученики. Сегодня мы изучим данную тему, допустим. То есть каждое слово прописано в сценарий, чтобы каждый специалист, который будет заниматься профилактикой, он мог спокойно проводить правильные занятия для детей дошкольного возраста, адаптированные для школьного возраста и для дошкольного возраста. Вот. Профессиональные услуги стоматологические. Мы планируем проводить герметизацию фиссур. То есть эта методика себя зарекомендовала очень давно. И есть очень много научных работ, подтверждающих ее эффективность. И я думаю, нужно ее, как на опыте, получается, зарубежных партнеров, коллег, уже начинать ее внедрять в программу ОМС. Потому что она в научной работе описывает ее эффективность в плане того, что она сохраняет жевательную поверхность зуба от кариеса на 10, на 20 лет. Грубо говоря, то, что подтверждено в научных исследованиях.
И я думаю, что это был бы очень мощный профилактический скачок в плане именно, если смотреть с прицелом на будущее, то я думаю, что заболеваемость снизится как минимум на процентов 30 точно. Потому что герметизация фиссур на данный момент в России нигде не производится. А сама манипуляция очень простая, извиняюсь. Потому что в ней, получается, применяется герметик специальный для того, чтобы закрыть ямочки естественные, которые находятся на жевательной поверхности зуба. Чтобы там не забивалась пища, туда не попадали бактерии, нужно делать все это своевременно. Поэтому специалисты разделяют возрастные категории для герметизации фиссур от 8 до 14 лет. То есть первый этап — появление первого маляра, второй этап — появление второго маляра, третий этап — появление премоляров. И каждый вот этот этап, каждый этот зуб нужно герметизировать своевременно, чтобы в дальнейшем ребенок, будущий гражданин, будущий рабочий, уже не думал о том, что у него появится кариозное поражение на жевательной поверхности зуба. По поводу профилактических мероприятий мы планируем проводить лекции, семинары, создавать, получается, брошюры, располагать информационные стенды в поликлиниках, в стоматологических клиниках частных, допустим, если они будут сотрудничать с нами, чтобы увеличить осведомленность населения, улучшить осведомленность населения правильности ухода за зубами. Потому что большая часть населения, они не знают, как правильно чистить зубы. Потому что это сугубо индивидуальная вещь. Так как, допустим, сейчас мы планируем делать еще индекс гигиены полости рта. Это получается такая таблеточка, Динал. Пациент разжевывает, слюна активирует, получается вещество, и она окрашивает проблемные зоны на пришейке зуба, на поверхности зуба вообще. И мы указываем, как врачи-стоматологи, будем указывать на проблемные зоны пациента и делать упор именно на рекомендовать пациенту делать упор именно на эти зоны, чтобы, естественно, улучшить гигиену полости рта у пациента. Потому что чистка у каждого пациента, я считаю, она сугубо индивидуальна. Кто-то чистит, каждый чистит по-своему. Каждый свой стиль чистки, и это нужно корректировать. Ну вот по поводу изготовления материала для работы стоматологов на территории Якутии, которую идею вы представили несколько лет назад, и сейчас о ней рассказали, да? Вы динамику изучали, насколько эффективность этого метода уже доказала себя? Или же все-таки еще пока рано судить о каких-то результатах? Это была моя дипломная работа. Я собирал, получается, ингредиенты временного пломбировочного материала сулусов. Университет мне предоставил лабораторию и необходимое оборудование для изучения. И, получается, в условиях лаборатории университета я сделал временный пломбировочный материал, якутский свой. И в конце, в дипломной, я раздал всем, получается, зубы с полостью и попросил замешать мой материал, который сделан из якутских ингредиентов. Там, конечно, не все ингредиенты из Якутии. Пришлось что-то заказывать оттуда. Основа все равно каолин, он якутский. Замешали, замерили время, он работает как надо. Плотность удовлетворяет нормам, все по стандарту. Мы даже на микроскопе смотрели, как он отличается от российских аналогов, как он отличается от импортных аналогов. Было интересно посмотреть.
Так как я замешивал все ступкой и пестиком, там, конечно, частицы были покрупнее, чем российские и иностранные материалы, но эффект, а состав состав был один и тот же, по сути. Некоторые добавляли плюс просто ароматизатор сверху. Все. А по поводу именно сдвинулось ли это дальше, к сожалению, пока как бы все еще впереди, да. Хорошо. Очень много читаешь информации в интернете, когда пишут, вот не можем записаться к стоматологу, есть определенные проблемы. Вот как вы организовали работу непосредственно по записи пациентов у вас в поликлинике, кто к вам может обратиться, каким образом им необходимо действовать для того, чтобы записаться на прием, и как в целом организована эта работа? В первую очередь мы при поликлинике занимаемся по программе защиты дитя и матери. То есть мы лечим беременных на самом важном этапе их беременности, чтобы у них не было стресса. Вот именно во время беременности появляются острые боли, появляются кариозные поражения, и мы все это вовремя устраняем. Есть, конечно, беременные, которые боятся. Мы их не заставляем лечить, но когда острая боль наступает, они приходят к нам. И мы также проводим профилактические осмотры детей декретированного возраста. Это очень важно, потому что мы даем рекомендации детям, даем направление на лечение своевременно. То есть у многих детей месячных я вижу то, что уздечки очень короткие. Естественно, я начинаю давать направление на резекцию, на подрезание, пластику уздечки. И, естественно, назначаю гимнастику языка так, чтобы уздечка не срослась обратно. Это позволяет сделать профилактику дефектов речи у детей, задержку речи, чтобы будущее поколение, естественно, наше развивалось в этом плане быстрее, не имело в этой сфере проблем. А записываются как к вам? Записываются к нам в свободном порядке. У нас, получается, через регистратуру обязательно можно записаться по телефону, можно записаться по прямому обращению в кабинет. Я сижу на втором этаже, в кабинете 250. Приходите, я вас жду. Хорошо. Те, кто прикреплены к первой поликлинике. Те, кто прикреплены к первой поликлинике. Теперь немного о гигиене. Очень много разных средств, которым можно пользоваться дома. Например, ирригатор. Нужен ли он? Ваш профессиональный совет. И что еще нужно использовать для полноценного ухода за полостью рта? В первую очередь я рекомендую обратиться к своему лечащему врачу, стоматологу, чтобы индивидуально подобрать щетку, индивидуально подобрать пасту, потому что они различаются по жесткости и по составу. Каждый человек уникален, и каждая полость тоже по-своему уникальна. Своя микрофлора, свои проблемы. Поэтому все-таки врач, стоматолог подберет вам пасту и щетку намного лучше, чем вы сами. И по поводу ухода. Обязательный уход — это получается у нас щетка, и обязательный уход — это зубная нить. Зубная нить, она позволяет эффективно очищать пространство между зубами, чтобы предотвратить кариес на контактной поверхности, естественно. А по поводу ирригатора, принцип работы ирригатора — это подача воды под давлением. Это хороший гидромассаж, который хорошо действует на зубодесневые связки и хорошо очищает десневые карманы. Так что ирригатор, он зарекомендовал себя как достаточно эффективный, достаточно полезный препарат для гигиены полости рта. Какие есть основные проблемы у жителей столицы? Чаще всего вы искали кариес, может, еще что-то, какие-то есть сложности? Чаще всего люди обращаются на поздних стадиях.
То есть попросту у нас люди боятся обращаться к стоматологу. Ну, все мы знаем почему. Боятся, да. Да. Но большая часть страхов, она, я думаю, не обоснована. Потому что люди, по моему опыту, больше всего боятся манипуляций, которые абсолютно на данный момент безболезненны. Я все-таки рекомендую своевременно обращаться к стоматологу, чтобы предотвратить именно осложнения. И, в свою очередь, конечно, я думаю, что у нас население становится более грамотным в плане осведомленности, важности лечения. Все люди начали ухаживать за собой. Естественно, таких проблем становится меньше. Все начинают уже постепенно следить за собой, следить за состоянием зубов, за питанием. Своевременно начинают обращаться к стоматологу. У нас очень много появилось частных клиник, и это, я думаю, что это повлияло как положительная динамика. Ну вот на ваш взгляд, да, основные причины все-таки кариозных зубов, в чем причина? Неправильное питание, вот то, что вовремя не обращаются. Основная причина — это, ну, давайте разберем сам кариес. Это заболевание, разрушение твердых тканей зуба, деминерализация эмали и дентина кислотами, которые выделяют бактерии. А бактерии — это у нас микрофлора в полости рта. Она должна быть в норме в полости рта, но когда она превышает норму, естественно, начинаются уже кариозные поражения. Естественно, этот баланс нужно соблюдать, баланс pH в полости рта. Чтобы его соблюдать, нужно соблюдать гигиену полости рта, естественно, соблюдать правильное питание. И рекомендуется, конечно, витаминотерапия, но предварительно после консультации со специалистом. А вот как по оснащению сейчас и поликлиник, и в целом стоматологических центров медицинским оборудованием? Насколько оно передовое? Насколько хватает расходных материалов? Все говорят, санкции. Вот хватает ли у вас пломбировочного материала, анестезиологических пособий для проведения обезболивания? На данный момент мы оснащены современной стоматологической установкой, аппаратами ультразвуковой чистки, портативными аппаратами диагностики. У нас оснащение, я считаю, что очень такое хорошее. И в плане того, что я общаюсь с коллегами постоянно, мы постоянно изучаем какие-то методы, обмениваемся опытом и, естественно, разговариваем про материалы. Мы начинаем общаться про материалы, рассказывать, какой лучше, какой хуже. Естественно, получается, мы сами заявку пишем в поликлинику, и нам закупают те материалы, которые по нашей рекомендации стоматологов. Ну, то есть хорошие. Хорошие, очень. Угу. Ну вот теперь давайте поговорим про отбеливание зубов. Насколько это безопасно? Можно ли отбеливать не в поликлинике, в каком-то салоне, где предоставляют такие услуги? Отбеливание — это, я считаю, это все-таки опасная манипуляция. Потому что используется концентрированный раствор перекиси водорода. Он негативно влияет на эмаль. И, естественно, после отбеливания требуется вторирование. Требуются дополнительные манипуляции. Я так понимаю, что в салонах они предоставляют только отбеливание, дают общие рекомендации, но не проводят дополнительных манипуляций по укреплению эмали после отбеливания. Я все-таки рекомендую обратиться к стоматологу, подойти к нему, сказать: я хочу провести профессиональное отбеливание. Стоматолог оценит состояние эмали, во-первых, может отказать вам в плане того, что у вас эмаль очень тонкая. И, по сути, отбеливание — это сделать эмаль прозрачной, так, чтобы можно было увидеть слой дентина. А дентин зачастую бывает не у всех белый.
То есть после отбеливания зубы становятся желтые. Естественно, я рекомендую все-таки предварительно обратиться к стоматологу за консультацией по поводу отбеливания и провести все-таки в условиях как бы, профессиональной стоматологической услуги все это сделать. Кому показаны брекеты? Брекеты показаны все-таки, я думаю, для людей уже не подросткового возраста с нарушением прикуса. В этом плане, конечно, лучше обратиться к ортодонту, но по общим рекомендациям мы говорим пациенту, что назначаем брекеты в тех случаях, когда видим то, что идет нарушение прикуса, естественно, идет неправильный акт жевания у пациента. Мы понимаем это прекрасно, то, что пациент в данное время он неправильно жует. И тем самым он стирает сустав ВНЧС. ВНЧС — это височно-нижнечелюстной сустав, это диск, по которому скользит кость нижней челюсти. И при неправильном жевании идет дисбаланс нагрузки. Допустим, если он живет там, преимущество на левую или на правую сторону, идет нагрузка на правую сторону или на левую. Диск, он начинает постепенно стираться, и у нас появляется проблема артроз ВНЧС. Каждое открывание рта становится безумно болезненным, и для этого уже нужно ехать, скорее всего, в Москву на лечение. Чтобы этого избежать, все-таки нужно поставить, я думаю, брекеты, чтобы в первую очередь была красивая, не только красивая улыбка, но и сделать профилактику артроза ВНЧС, чтобы у тебя в дальнейшем, в будущем, не было проблем. Ну, вот хоккеисты и боксеры часто принципиально не вставляют себе новые зубы взамен выбитых. Почему? На ваш взгляд. Интересный вопрос. Снова шайба прилетит или... Скорее всего, я думаю, все-таки это не полезная практика, потому что все мы знаем, стоматологи, что есть феномен Попова-Гадона, когда зуб начинает съезжать именно в пространство, где зуб отсутствует за счет постоянного давления. Я думаю, за счет этого начинает, опять же, смещаться прикус, он становится неправильный. Естественно, начинаются уже проблемы ВНЧС как раз. Вот я все-таки думаю, что это неправильная практика у хоккеистов и у боксеров. Ну, кроме Овечкина, если честно, я не видел ни у кого-то, что кто-то ходил именно без зуба. У всех обычно съемные протезы, чтобы, естественно, была профилактика феномена Попова-Гадона. Либо капы какие-то используют дополнительно. А так, как бы, я не замечал никаких проблем у хоккеистов и боксеров с этим. Зуб мудрости. Да? Вот, часто его удаляют, он мешает. Насколько эта практика оправдана? Зуб мудрости, его часто удаляют, потому что он очень сложный для лечения. Мы, стоматологи, считаем его рудиментом, потому что рудимент — это, грубо говоря, та часть органа, организма, который уже не выполняет свои функции. Зуб мудрости, он не участвует в акте жевания в полной мере. Но давайте расскажу вкратце, для чего его сохраняют, для чего удаляют. Допустим, удаляют его в тех случаях, когда он дистопирован, он растет криво, когда не хватает места в челюсти, он пробивается через слизистую и создает дискомфорт для соседей, дискомфорт для слизистой, появляются капюшоны, туда забивается пища, естественно, это вызывает воспаление. И, конечно, лучше в этих случаях удалять зуб. В каких случаях оставляют? Если в челюсти есть пространство для выхода зуба мудрости, да, конечно, мы его оставляем.
Если жевательный соседний зуб отсутствует, и есть возможность его ортодонтическими приспособлениями вытянуть его на место удаленного жевательного зуба. Да, конечно. Вот в этих случаях, да, зуб оставляется, зуб мудрости. Ну, безусловно, проходить осмотр у стоматолога надо 2 раза в год. Ну вот и вы, будучи сами стоматологом, как сами часто посещаете своих коллег? Да, И бывает ли, что самодиагностика какая-то, посмотрел, вот тут что-то. есть, конечно, безусловно, такое. У меня есть коллега в поликлинике, и мы с коллегой периодически смотрим, следим за полостью рта. И я прошу, допустим, Александра Максимовна, посмотрите, пожалуйста. Вот. Мне кажется, что там на контактной поверхности что-то образовалось. И коллега начинает осматривать. Ну, это мы проводим довольно-таки часто, не 2 раза в год, там, практически каждые 2-3 месяца, может, каждый месяц иногда, когда появляется какая-то тревожность по поводу зубов, появляются какие-то вопросы. И вообще в целях профилактики, конечно, я, как стоматолог, осматриваю полость рта в обязательном порядке. И всем рекомендую почаще, не 2 раза в год, а было бы в идеале, конечно, почаще. А вот, я так понимаю, вы много читаете в любом случае, и литературы, и каких-то новостей в области стоматологии. А вот не наблюдали ли, что в каких-то странах, например, заболеваемость заболеваниями полости рта ниже, чем в других? За счет каких-то особенностей, вот тот же кариес, может, ниже где-то? Однозначно. Вот по статистике в Финляндии заболеваемость кариесов считается самой низкой. Почему? Потому что у них в первую очередь государственная поддержка занимается профилактикой. Профилактика — это их основа. То есть они, вот то, что я перечислил в проекте, они занимаются этим. То есть есть такая профессия, как врач-гигиенист. Ваш личный врач-гигиенист, он знает состояние полости рта вашей, знает, как вы чистите зубы, он знает, как вы не чистите зубы, он знает, чем вы питаетесь, какие витамины пьете, на каких зубах возможно появление кариеса. То есть врач-гигиенист очень полезный в плане именно профилактики заболеваний кариеса, потому что он, по сути, выполняет очень защитную роль. Он информирует вас вовремя, он учит вас правильно, он лечит вас, делает профессиональные стоматологические манипуляции, отвечает на ваши вопросы. В Финляндии вот как раз-таки профилактическая часть очень сильно развита. Это у нас в России больше упор делают на лечение дорогостоящее, а в Финляндии, естественно, делают упор больше на профилактику. То есть разница видна невооруженным взглядом. Ну и в завершении, наверное, нашей с вами беседы, какой совет вы можете дать своим коллегам, врачам-стоматологам, которые выбрали эту профессию, и пациентам, которые к вам обращаются? Коллегам в первую очередь я советую развиваться. Очень много интересного в мире происходит, очень много знаний, очень много интересных методик. У нас очень много коллег, которые изучают, постоянно учатся, изучают новое. Я был недавно на семинаре, на дискуссионной сессии с коллегами, и каждый коллега показывал свои кейсы. Это было очень интересно. И ты удивляешься, думаешь, молодцы, круто. И сам начинаешь заряжаться от этого. Заряжаешься, начинаешь тоже думать, нужно туда поехать чуть-чуть, нужно посмотреть, как это делается, как делать правильную реставрацию, по какой методике.
Естественно, я в первую очередь коллегам советую учиться, а пациентам, в первую очередь нашим, я советую не бояться и следить за гигиеной полости рта обязательно. Спасибо большое. Вот мы начали нашу программу с фразы «А больно ли будет?». Это вот то, что чаще всего задают пациенты при походе к стоматологу. Вот подведя итоги нашей беседы, можно смело сказать, больно будет, если вы вовремя не обратитесь к стоматологу. А если обратитесь своевременно, то больно не будет. Проведут необходимые процедуры, связанные с профилактикой заболеваний полости рта, проведут лечение того же самого кариеса, чтобы не допустить развития осложнений. Поэтому я поблагодарил бы нашего гостя Аяна Петрова, врача-стоматолога поликлиники номер 1, за важную содержательную беседу для наших телезрителей. Безусловно, желаю успехов в труде и вам, и вашим коллегам в первой поликлинике. На этом выпуск программы «Якутия в деталях», проект «Мой доктор» подошел к концу. С вами был Иван Луцкан. Смотрите нас по будням в 19:15. Также вы можете наблюдать повторы на канале Якутия-24, а также в социальных сетях. Мы рассказываем то, о чем живет здравоохранение Республики Саха-Якутия. И, конечно же, я желаю каждому из вас здоровья. Всего доброго. До свидания.